אבינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו, כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. כשבא לפרש שיחתו לפני השם יתברך ואינו יכול לפתוח פיו כלל, אף על פי כן הוא צריך לבקש רחמים על זה בעצמו. И когда человек начинает делать отбудедут и хочет разговаривать Всевышнего и открыть рот, и не может открыть рот, не открывается, не выходит. Он говорит, сейчас это время просить, что смог разговаривать, чтобы открылся рот. И сейчас сделает бодедут на это, Рибоно шель олам, я хочу с тобой говорить, и знаю, что это большое дело. Не открывается же. А? Не открывается. Не открывается, имеет в виду, что не открывается в других вещей. Иногда человек идет на бодедут, он не знает, что сказать. Ему может быть так стыдно, он не знает, что говорить даже. Иногда ему стыдно, нахон, а что он делает? Иногда он как будто он так уже далек из Всевышнего, что или он чувствует, что я сейчас буду с ним говорить, что он все знает и так далее. Всякие есть йецер ара, да, препятствия на это. Это не понят только кто это пробует. Не понял. Что я сейчас говорю, никто не понят, только кто это пробует. Кто так в ситуацию попадет? Да, не, потому что ты говоришь, как может быть, что не открывается рот. Но когда ты пойдешь на отбудедут, иногда не открывается. И ты увидишь, что иногда, не знаю, как-то или не хочется, или не выходит что-то говорить, или... Он говорит, в этой ситуации, от этого ситуация самого делает бодедут. Что сейчас я не знаю, что разговаривать, что говорить, но я знаю, что это очень важно делать бодедут. Каждый день. Это работа, что надо делать каждый день. Это не, окей, один раз в неделю, каждый день надо делать бодедут. Надо взять себе какое-то время, это мое время, что я делаю бодедут. А неважно где, каждый человек по своему schedule, да? Ты должен куда-то это засунуть у себя в день. Есть такие любят утро, делай утро, есть такие любят после молитвы, делай после молитвы. Это, наверное, как календарь поставить и сделать чек. Если нет, да. Не идешь спать. И ты увидишь, когда у тебя есть время, когда ты делаешь этот бодедут, иногда ты заходишь в этот бодедут, и не открывается рот. Он говорит, в этой ситуации ты молись в бодедут, что открылся рот. Молись, Рибоно шель олам, я хочу с тобой разговаривать. А дай мне хорошие слова. Дай мне сията дишмая из небес. Да. А это что Раби Натан говорит. А иногда, что открывает рот, это Теилим. А если тебя не открывается рот, бодедут, возьми Теилим, один псалм, два псалмы читай, потом увидишь, что-то там открывается. Да. Все равно это читать, понимать. А если сейчас мы читаем и не понимаем, это не, наверное, тоже... Даже если не понимаешь. Если понимаешь, это отлично. Перевод есть сейчас. וגם על ידי זה זוכים לקבל הרע מהעצות הקדושות והעצימות משם מוצלזות. אוקיי. ועל ידי התבודדות ותפילה שמדבק את עצמו אל השם יתברך בעת שהדבר נסתר ממנו, מתפלל על זה שלהשיגו ולענות למדרגה זו. על ידי זה זוכים להתחזק בשמחה ולהתגבר בעזות העקשנות גדול וגבושה. עד שמשברים עזות לסטרא אחרא, שזה בחינת עזות הגוף בתאוותיו. שמתגבר בכל פעם שרוצה לצאת ולעלות מדרגה לדרגה, שזה בעצמו עיקר הירידה שקודם העלייה. על ידי זה נזכר לעיל, זוכים להפוך ירידה לעלייה וזוכים להשיג הנשמה והנסתר מתפלל עליו. קבל ההשגה והעניין שהנשמה והצדיק מהירים בו, שזה בעצמו מבחינת השגת הנשמה והנסתר. אז הוא говорит,
что во время Итбудедут ты можешь получить действительно радость. Когда человек разговаривает с Богом на все, что с ним случается, потихоньку это тебя приводит в радость. Настоящая радость. Ты попробуешь настоящая радость. Это называется радость прилипания к Богу. Это радость такая духовная. Это не радость из плов. Понимаешь? Это другая радость. Только там ты можешь ее пробовать. И он говорит, ולהתגבר בעזות ועקשנות גדול דקדושה שמשברים עזות דסטראחה. Иногда в Итбудедут надо быть немножко наглым. Что это быть наглым? Это вещь, что ты хочешь. Надо ее еще раз просить и быть немножко азут, упрямым. Упрямый, дерзкий в это дело, что ты хочешь из Всевышнего. Требовать и сказать, как будто без этого я не могу. Да, и еще раз на то же самое говорить. Раби Нахман сказал, что он, вы знаете, как он работал на свои качества? Да, Раби Нахман свои качества мамаш разбил, плохие качества. Да. И все хорошие качества, это Раби Нахман про него рассказывает, какой он человек был, это просто по такого представить, это он все его вожделения просто аннулировал, плохие вожделения. На такой степени, что очень тяжело нам даже представить. Он, например, деньги для него было ничего. Тоже вожделение к женщинам. Он не чувствовал к этому тяга вообще. Он не шел спать, пока все не стараются деньги, или это Не, это Раби Элимелех, тоже Раби Ашем. Тоже у него это было. Тоже у него было. Да. Он не пошел спать с деньгами. Они про этого даже не думали. Нам сейчас это как бы совсем наоборот. Мне должно быть что-то в банке, тогда я буду спокойно спать. Спокойно спать, да. Они говорят, я не могу спокойно спать, если у меня деньги есть. Да. Надо все ей отдать. Потом завтра я Бог даст. Тоже у него воззрение к женщинам. Он сказал, что он вообще к этому не тянется. Ему даже было тяжело быть с женой. До такой степени. Ему надо было молиться, что будет желание к этому. Он так это аннулировал. Да. И тоже злость, и это все, он мамаш. Сейчас, как он этого сделал? Он сказал сам, все, я это получил через Итбудедут. Что он сделал? Он был очень упрямый. Он взял целая неделя, иногда целый месяц, иногда целый год. Каждый день говорить с Богом на одно качество. Всякими вариантами, боношелунам. Пожалуйста, убирай от меня этот гнев. Зачем мне этот гнев? Я не хочу этот гнев, он мне не помогает. Вот смотри, что было со мной сегодня, так и так. И наши мудрецы говорят про гнев так. Почему я это не понимаю? Дай мне эта сила, пожалуйста. Только ты можешь. Да такие... Он даже иногда с такими словами, что даже очень такие дерки, но он старался это, и так потихоньку, только так. Бум, нету гнев. Потом он перешел к зависти. Нету зависти. Потом он перешел к вожделению к еды. Нету вожделения к еды. И так все через Итбудедут. Это самое сильное оружие. Если люди думают, что они, да, сильны, все, и завтрашнего дня они будут злиться. Хавон, посмотрим тебя. Не пойдет.
еще раз упадешь. Один день так. Если ты не будешь сидбодедутом ходить, почему? Потому что они не понимают одну вещь, что ты сам не можешь. Никто не может сам бороться своими вожделениями. Никто. Потому что йецер ара, плохое начало, оно ангел, а мы мясо и кости, и кровь. И он сильнее, чем мы. Так говорит Гмара. Потом Гмара продолжает: «Ильмале акадош барух ху озро», но если Бог тебе поможет, ты можешь. Сейчас твое дело это уговаривать Бог тебе помогать. Как это вы делаете? Идбодедут. Понимаешь? Это что надо делать? Барух ата Адонай Элохену мелех хаолам שהכל נהיה בדברו. Поэтому иногда надо быть даже дерзким. Настойчивым, упрямым, всякие слова. כן. Даже там не очень хорошими словами, как будто, ну, не такими мягкими с Богом разговаривать. Да. Почему до сих пор нет? Да. Да, хаз вешалом, надо быть уважаемым, да. Аваль, надо это очень-очень хотеть. Витбодедут — это твое время с Всевышним, с ним говорить про это. Так как Хана, например, вы знаете, как было с Хана? Хана, у нее не были детей. А мама Шмуэля 19 лет, это много времени. Написано, что она пришла там нет, это было в Шило, где был Мишкан, там был Эли, Коэн. И она начинала там молиться, התבודדות. וחנה מדברת על ליבה, написано, רק שפתיה נאות וכל להישמע, Эли думал, что она пьяная. Да, не только что качалась, говорят, что он слышал, что она говорила, поэтому он сказал, она пьяная. Что она говорила? Она сказала Рибону, что нам Всевышний, ты дай мне ребенок, я хочу ребенок. И она ему говорит, если ты мне не дашь, Я тебе покажу. если ты мне не дашь, аз я пойду с другим человеком, с ним хаз вешалом не сделаю никакой грех, только буду уединиться с ним в какой-то комнате. И потом мой муж узнает, и по закону Торы мне должен сейчас привести в Коэну, я называю сота, чтобы проверить меня, я что-то там сделал или нет. И мне будут давать эта горькая вода, что они стирали имя Бога с ней. Я буду это пить. И ты написал в Торе, что если она некия, если она чистая, дают ей дети, потому что она получила позор возле всех, и она была чистая, а она получает какая-то награда, это дети. Если у нее были дети, это будет лучше, красивее и так далее. А вот, если ты мне не дашь, я так сделаю. Эли это слушает, говорит, что она пьяная вообще. Как она говорит с Богом. А поэтому он сказал Всевышнему, Всевышний, не слушай ее, она пьяная. Как будто хотел ее судить к хорошему. Понимаешь? Потому что бывает нельзя так делать. Это называется лятех дворим клапе мала. Как будто претензии сказать, поставить Всевышнему как будто в угол. Я тебе так сделаю по твоей Торе, что ты мне обязан дать. Да, но она сделала и получила. Но у нее было намерение лешем шамаим, на имя небес. Она хотела ребенок не только для себя. Не хотела просто вот, что у нее был ребенок, как у всех. Она хотела, у них было время такое, что не были лидеров в Израиле. И она хотела, что от нее вышел лидер, от нее вышел хороший
Она хотела, что от нее вышел кто-то, что будет служить Богу. Я его И да, она даже сказала, я его привезу, Адам в Бет-Амикдаш, Адам Коэну. Я даже не буду его расти. Она бы хотела. А окей, поэтому такая ситуация, что человек такой с намерением хорошим, наверное, даже ему можно так с наглости разговаривать. Но говорить как-то тоже нам, иногда, когда мы что-то хотим, мы знаем, что это тоже Бог хочет, да? Потому что Раби Нахман говорит, в основном итбодедут, это не на наши материальные вещи. Итбодедут, это что мы хотим, Рибоно, что нам тебя служить, мы хотим делать твое дело, что ты нам сказал, и мы не можем. На этой вожделении, что мы хотим их преобладать. На этой Тора, что нам не заходит, Йосеф Хайм, что мы сидим и мы не понимаем, что происходит в Торе, что мы хотим знать. Гематрия, иврит, как молиться, не заходит, не понимаем. На это надо Всевышним всегда его. Да, с ним разговаривать про этого. И мамаш хотеть и просить всякими вариантами, и ты получишь. Ты получишь, в конце концов ты получишь. Галидей. Кто ищет, тот всегда найдет. Есть выражение, кто ищет, найдет. כן. ועל ידי התבודדות ושיחה בינו לבין קונו, שעל ידי זה מקשרים הנקודה אל הלב. על ידי זה מבטאים כל האהבות, רעות וכל החרבות שרים על הלב. טוב, это мы уже сказали. ולפעמים גובר החשכות והיעדר הדעת כל כך על האדם עד שהוא בבחינת היעדר הדיבור, בבחינת יונה אילמת, שאינו יכול לפתוח פיו כל כך להתפעל להתבודד בסרטו קרוי. אז почему мы не можем иногда разговаривать? Он говорит, так на тебя темнота влияла, что у тебя нету дат. Как будто человек такой путанный в жизни. Так не в этом пути, что ему надо быть, что нету разговора с Богом. Это говорит, что нету дат, нету, как будто мозги потерял. ונאמר, נעלמתי דומיה, באמת לולא כוח הצדיקים גדולים מתיישים, אז לגמרי להתפעל בשוב אל השם. זה עיקר תיקון הצדיקי אמת, שהם מבחינת יעקב, שהם מאורים מחזקים אותנו. גם אז להתפעל ולשוב אל השם, ובלי תייש מן הזעקה, מן התפילה לעולם, מכניסים בלב ישראל, שגם בתור גמירות הגלות, בקליות ופרטיות בגשמיות ורוחניות, שהוא מבחינת תוקף חשיכה, ועל פי כן נסתכל כל אחד נקודת האמת לאמיתו. שבכל אחד יתחזק בכל מקום שהוא ברצונות חזקים וכיסופים טובים לשם. И для этого наши цадики, и главное, это Раби Нахман, дает нам hope, как будет? Надежда. Они нам дают окрепление. Да. Поэтому хорошо читать слово Раби Нахмана, если ты видишь, что у тебя нету, не можешь разговаривать, молитва не идет, нету намерения. Открой какую-то книгу Раби Нахмана, читай. Открой какая-то книга мудреца, читай. Они, наши праведники, дают нам силу. וזכרתי בלילה על שמך. מבחינת משכבי בעילות ביקשתי שעבה נפשי וגם בתוקף חשכת עלינו לבקש ולחפש את השם ברצונות חזקים מאוד, כי סוף כל סוף מה יהיה התכלית מאיתנו. שעל ידי זה מלא להתחזק לפתוח פה בדיבור ותפילה. מבחינת נעלמתי דומיה חשתי מיתו בכאבי נעקר. אחר כך על ידי זה בעצמו שהוא כוסף ומשתוק על פי חן מאוד להשם יתברך, מצטער מאוד על זה. שבחינת היעדר הדיבור על ידי זה חם ליבי בקרבי, וזוכה אחר כך לדבר דיבורים קדושים. Он говорит, адраба, когда у тебя нету разговоров, когда есть путанное, когда он называет хашиха, темнота, не идет разговор, и ты еще хочешь, и хочешь, чтобы говорить какие-то хорошие слова,
И да, иметь хороший отбудедут, и ты не падаешь в духом, потом откроется что-то. После темнота приходит свет. Потому что это желание, что у человека есть, когда у него нет возможности, но есть желание, в конце концов она выходит. באמת זה עיקר השלימות התפילה, וזה עיקר העצה לתפילה. שלא יהיה הדבר עליו כחובה, כמו שצריך לצאת ידי חובה. И это самое главное, что человек должен помнить в молитве. Что молитва не была для него как хова. Хова – это обязанность. Поэтому написано Мишна Масехет Авот, «Аль та'асе тфилатха кева, эль рахамим вэтахануним», что молитва для тебя была не как обязанность, не как вещь, что ты хочешь делать. שבתחילה יעורר ליבי ברצונות וכיסופים טובים מאוד להשם, שאז מתפעל ומבקש. אחר כך באמת מכירות ליבו ברשותו ברצונו הטוב, לא בדרך עול וחיוב לבד. רק שאף על פי כן תקנונו רבותינו. Он говорит, что молитва должна быть такое, так, что ты хочешь разговаривать из твоего сердца. Но наши мудрецы сказали, что есть молитва, что это обязанность. Почему они этого сделали? Должно было быть, что мы, когда хочется, мы бы молились. Говорит, нет, если мы бы так сделали, ты вообще бы не молился. Так жизнь нас путает, что мы вообще бы не молились. Но уже тебе сделали какие-то молитвы, заходи в молитвы и старайся не молиться просто так, потому что надо молиться. Старайся поставить твое сердце в молитву. Рахамим вэтахануним, что тебе действительно надо, что ты там про что ты говоришь. Ты говоришь про Иерусалим. Рибоно шел олам, нам надо Иерусалим. Без Иерусалима мы не можем. Тивне Иерусалим ир акодеш. Да? Ты молишься за ум, а та хонен адам даат. Ты должен в это время понимать, Рибоно шел олам, мне надо ум, мне надо понимание, мне надо знание. У меня нету, я еще не достиг этого места, что я хочу. И там все сердце попросить для этого. Думать про это. А потом в конце молитвы, перед как ты делаешь осе шалом, там уже фристайл. Говори, что ты хочешь. И тоже там можно делать бодедут. Мой равви мне сказал так, иногда у тебя не выходит бодедут. Каждый день надо делать бодедут. Он говорит, не выходит у тебя делать бодедут. А в молитве арвит этого дня, в конце, сейчас делай бодедут. А я ему сказал, окей, я буду там опаздывать, все уже заканчивают. Ну и что? Пускай опаздываешь. Арвит, это там нету гдуша, нету ничего. Особенное потом, что Хазан говорит, что надо с ней вместе. Окей, а скадиш пропустил, ничего. Делает бодедут. Между прочим, ты можешь даже амен на кадиш говорить. Потому что ты уже почти заканчивал молитву. Ты перед осе шалом, ты можешь уже сказать амен на кадиш. Он говорит, не сделай бодедут в этот же день, делай молитву шмона эсре. И разговаривай, что все, что ты хочешь. Барух Адонай леолам. Амен ве амен.